Many believers are not aware that Jesus is only having disciples in his mind. That's his only goal. Каким-то удивительным образом многие верующие так и не ухватились за этот простой факт, что все, что интересует Иисуса, это его ученики. He has no desire for churchgoers Иисус никогда не выражал заинтересованности просто в последователях, хожденцах по церквам. or people who want to be entertained or people who want to have a place of ministry and recognition in the church. В прихожанах, в людях, которые просто хотят сидеть, чтобы их развлекали, или в людях, которые хотят реализовать какие-то свои личные амбиции в служении. He came to earth to find and to train and to send disciples, nothing else. Но Иисус пришел для того, чтобы взыскать, найти учеников, подготовить их и выслать. And a New Testament church should consist of disciples, И новозаветная церковь должна состоять из учеников. plus visitors who come for a time to find out, is this the church where God wants me to be established? Плюс гости, которые приходят на собрание церкви на какое-то недолгое время для того, чтобы понять для себя, хотят ли они укорениться в данной конкретной So церкви. on the basis of scripture, we will describe the nature and the blessings of discipleship. Итак, на основании Писания мы будем провозглашать и объяснять сущность ученичества и благословение ученичества, Which is freedom from slavery of sin, что подразумевает под собой свободу от греха, finding a fruitful and meaningful life, возможность обрести полноценную, значимую, плодоносную жизнь, enjoying this deep satisfaction. I'm in the plan of God. I fulfill my calling and know why I'm here on earth. и now. это чудесное, радостное понимание того, какой у Бога есть план на мою жизнь и почему я здесь сегодня живу на земле. Only a true disciple will find his identity in the heart of God. Только подлинный ученик может обрести свое понимание самого себя, кто он такой в сердце Бога. It's time that this thing comes to an end, that so many Christians just wandering around and don't know what to do in life and have no clue, no vision, no nothing. Правда, уже подходит конец такому времени, когда столько много разных верующих, они ходят в каком-то замешательстве, они понятия не имеют, что, к чему, куда, кто они такие и что им делать. And some years after the first excitement of finding Jesus, they get bored. И потом, что происходит после нескольких лет, когда у человека вот горит эта первая любовь в сердце, потому что он обрел Бога, потом людям просто становится скучно. And they go back to the muddy waters of the entertainment of this world И потом они начинают лезть в эту мутную воду всякого рода развлечения мирского and try to find satisfaction in things that never can give satisfaction. и зачерпнуть удовлетворение и радости из тех вещей, которые им этого дать по сути не могут. God says, my people do twofold sin. They forsake me, the source of life, the spring of life. Но Бог по этому поводу очень ясно сказал: народ мой грешит двумя грехами. Во-первых, они оставили меня, подлинный источник живой воды. And then they dig their own cisterns to get something. А потом они роют себе вот такие ямы, в которых они могут свою воду найти и держать. It's hard work and it will never satisfy. И смысл в том, что это тяжело рыть себе колодцы, и потом еще и не найти в них никакого We were удовлетворения. created by God to find our fulfillment, not in the things we do, in the things we find in Him. Мы были сотворены для того, чтобы черпать свое удовольствие и свое удовлетворение не в том, что мы можем делать для Бога, а в Нем самом. And discipleship is the only way that God offers to get out of the deception of this world into the reality of truth. И ученичество — это единственный способ, как Бог выводит людей из заблуждения этого мира и рабства этого мира и вводит их в понимание своих истин. It's the most radical call that a person can ever hear. И на самом деле понятно, что это, наверное, самый радикальный, такой жесткий призыв, который только может услышать But человек. it's the most blessed thing that you can ever find in life. Но при этом это и самая благословенная драгоценность, которую можно в жизни найти. The basic idea is Jesus said, I gave everything for you. Такая вот простая идея. Иисус говорит: я все для тебя отдал, все ради тебя. In order to enjoy me, you give everything to me. И он говорит: и теперь для того, чтобы у нас с тобой что-то вышло, и ты мог быть со мной и наслаждаться мной, теперь ты мне отдай все. So, for example, listen to Matthew 10:38. Послушайте только Матфея 10:38. Такой радикальный призыв. Иисус говорит такую удивительную вещь: всякий, кто любит своего отца или свою мать, больше меня не достоин меня. This is a powerful sentence that cuts right through the culture of the nature of your culture. Это такое мощное обращение, которое буквально режет нашу с вами культуру, в которой мы живем. Whoever loves son or daughter more than me is not worthy of me. Он говорит: всякий, кто любит сына своего или дочь, больше меня не достоин меня. And instead of people, you can put money, hobby, desires, whatever. И по сути, в этот пробел можно поставить все, что угодно. Всякий, кто любит деньги больше меня, всякий, кто любит какие-то свои амбиции и свои какие-то жизненные желания, всякий, кто
кто любит какие-то свои похоти больше меня. Then comes the answer. How do we get rid of these false bondages and addictions? И потом приходит этот ответ, как на самом деле мы можем освободиться от любого пристрастия и рабства. Whoever does not take up his cross and follow me is not worthy of me. И кто не возьмет крест свой и не последует за мной, тот недостоин меня. Whoever finds his life will lose it. Кто сбережет жизнь, тот потеряет ее. And whoever loses his life because of me will find it. И кто потеряет жизнь свою ради меня, тот обретет ее We вновь. lose the old life. Это призыв потерять всю свою старую жизнь, все свои мечты, свои какие-то пожелания, свои какие-то планы, все, к чему мы были так привязаны. And then we gain the real godly life. Для того, eternal life. чтобы приобрести жизнь новую, жизнь божественную и жизнь вечную. And I trust that you understand eternal life does not speak about quantity or length of. Надеюсь, что вы понимаете, что когда Библия использует выражение «вечная жизнь», здесь не имеется в виду ее продолжительность. It's the quality, it's the God kind of life. Вечная жизнь — это жизнь, которой живет сам Бог. And many people try to have both, the old life and the new life. It doesn't work. Часто пытаются соединить в себе и свою старую жизнь, и новую вечную жизнь, но так никогда не бывает. And the thing that cuts us free from the old life is the cross. И то, что отрезает нас от нашей прошлой жизни, это именно крест. Without taking up our cross daily, we cannot be set free from those addictions. Если я не беру свой крест ежедневно, я не смогу победить все свои старые привязанности. So Jesus calls people, follow me and die. Поэтому Иисус фактически говорит: последуй за мной и умри. And I found so many pastors who are offended И я знаю многих пасторов, которые просто боятся проповедовать подобные вещи своим людям. because they are so concerned about people. Потому что их так это все волнует. Что люди And подумают? who wants to die? И потом, кто из нас We're хочет all умирать? looking for satisfaction. Мы-то что ищем для себя в жизни? Мы So ищем they say, насыщение, мы ищем удовольствие. Let's pick out the nice aspects of the gospel. И поэтому такие люди решают для себя внутри: давайте будем как-то сосредотачивать внимание на приятных аспектах Евангелия. Приди к Иисусу, Он хочет благословить тебя. You will have a wonderful life. У тебя будет прекрасная жизнь, друг мой. And many people were drawn into churches by this false message. И интересно, что многих людей так и заманили в церкви вот таким сладковатым посланием. And the wisdom of these pastors is we come to the hard sayings of Jesus later. А потом они такие говорят: мы вот к трудным вещам, таким, которые говорил Иисус, мы попозже к этому приступим. But even if they try, they find out the people that he has pulled into the church, they don't want that message. И вы же понимаете, что часто людей, которых заманили чем-то исключительно приятным, даже когда переходит все к каким-то вещам вот таким, требующим чего-то, люди все равно этого слушать не хотят, они не за этим They пришли. are offended. Люди тогда начинают And they оскорбляться would say, if pastor, if you continue this message, then maybe I need to check out, find another church. и говорить в своем сердце: окей, пастор, если ты дальше будешь гнуть в том же самом направлении, может быть, мне пора сменить церковь. And be sure I will take my money with me. И будь уверен, дружок, деньги свои я прихвачу с собой. That's called blackmailing. Это означает шантажировать And служителей. any pastor who gives in to such a threat has already lost everything. И пастор, который поддается подобного рода шантажу, уже все потерял. The goal of spiritual leadership is not to get as many people as possible to the lowest price, Потому что цель наша — не привлечь к Евангелию как можно больше людей, как можно меньшей ценой. but to get the right people. Но в том, чтобы найти правильных людей. When it comes to money, I find so many pastors complain that they don't have enough money for the ministry. Знаете, сколько мне пасторов реально жалуются, что им не хватает вечно денег на служение? And at the same time, leaders of missionary works. И это касается различных миссионерских организаций And I тоже. try to explain them, when you attract the right people, Когда вы пытаетесь whose heart is привлечь more in Jesus than in their money, правильных людей, чьи сердца гораздо больше заинтересованы в Иисусе, чем в деньгах, these are the people that give much more than the others. это именно те самые люди, которые способны жертвовать гораздо больше других. And to the glory of God, I can say in 25 years of our ministry hand in hand, we never once asked for money, not even once. И in ради славы 25 Божьей я years. просто хочу сегодня сказать, что за 25 лет существования служения рука об руку, которое не базируется ни на какой поместной церкви, мы никогда никого ни о чем не просили. And we have been blessed so financially in such a measure that by the end of every year we can give thousands of euros away to help others. И при этом мы настолько благословенны, что в конце каждого года мы раздаем буквально 1000 евро для помощи разным служениям. And I'm working hard to empty out my bank account. Я иногда стараюсь, чтобы как-то опустошить свой банковский, это не мой банковский счет от служения. Money comes in more than we can spend. Потому что деньги поступают с такой скоростью, что мы не успеваем их потратить на все свои нужды. Пожалуйста, я говорю это исключительно ради славы Божьей. To me, it's just a sign that God is honoring the true message. Но это для меня всегда свидетельство, что Бог почитает деньгами, в том числе, подлинное послание. Luke 14,
14:33, you have to forsake everything for Jesus. Everything. Лука 14:43, Иисус говорит, ты должен оставить все. And Jesus says, if you don't do this, you cannot be my disciple. И Он говорит, и если ты не хочешь этого сделать, ты не сможешь быть моим учеником. He's not allowing you. You don't allow yourself to become a disciple. Cannot. Смысл не в том, что Иисус нам это запрещает, а в том, что мы сами не даем себе такой возможности. So with these scriptures and many more, we confront people with the call of God. It's not our call. Когда мы делаем вот такой призыв людям, это вызывающие вещи, но это же не наш с вами призыв, это призыв самого Иисуса. And the right people that the Holy Spirit is pulling, they will respond to this. И правильные люди, которых приводит Дух Святой, они будут откликаться на подобное послание. Although this call cuts right through their total different understanding of life. Несмотря на то, что понятное дело, что подобный призыв просто пронзает человеческое понимание о жизни. They have the witness in their heart of the Spirit. This is God. It's crazy, but it's God. Внутри эти люди имеют свидетельство Святого Духа. Они говорят сами себе, я знаю, что это какое-то безумие страшное, но я знаю, что оно от Бога. I mean, in the natural, you think, well, who wants to die? В естественном смысле, кто хочет умирать? But with this message, they see the greatness, the majesty of God. Но при этом в такого рода послании люди могут переживать величие и могущество самого Бога. He is worthy of the greatest sacrifice, our life. Потому что Он достоин наивысшей жертвы. И And это he says- жизнь and наша he сама. says, I gave everything for you. И Он тот, который провозглашает и говорит, я If you want to have отдал me, you ради give тебя everything to все. me. И если я отдал для тебя все, ты тоже отдай мне все в ответ. That is the message of the cross. Это послание креста. And when we proclaim this in personal talk, with personal Bible study, Когда мы начинаем говорить это людям, мы провозглашаем им эту истину в личных разговорах, изучая какие-то стихи Писания, from the pulpit, и в том числе из-за кафедры, be assured there will be people responding in a positive way to this message. вы должны знать, люди, которые радостно на это откликнутся, обязательно будут. And these are the people you commit yourself И вот с такими людьми и надо работать. and that you work with and that you train. Им надо посвящать свое время, этих людей нужно развивать, в этих людей нужно инвестировать что-то. Help and encourage. Их надо учить, их нужно вдохновлять, их нужно предупреждать, их нужно упрекать. В общем, все с ними нужно I делать. will explain how this is done or can be done in a practical И way. я вам объясню более подробно, как мы это практически делаем. So let's make sure we don't put any pressure on people. We don't manipulate them. We don't give nice promises. We just share the message. We don't put pressure on them. При этом нам важно удостовериться, что мы не будем людьми как-то манипулировать, пытаться, их заставлять, на них давить. Все, что мы делаем, мы сообщаем им новость самого Иисуса. Some pastors get the message of discipleship, then they go around, you want to be a disciple? No, then get out of here. This is wrong. Сразу предупреждаю, это не из той области. Окей, давайте мы сейчас пройдем по рядам и спросим, хочешь быть учеником? Окей, хочешь быть учеником? Нет? Тогда давай отсюда. We attract people. Мы And привлекаем maybe in людей. the beginning there's in a church only a handful that really commit themselves to be И, disciples. возможно, в церкви можно найти поначалу только какую-то совсем маленькую горстку людей, которые готовы себя посвятить на ученичество. What do we do with the others? Возникает вопрос, а что делать со всеми остальными? We continue loving them. Мы должны продолжать их We любить, appreciate them. ценить, They are here to teach us patience. потому что это люди, на которых Бог учит нас So they терпению. have a big ministry to us as leaders. Поэтому эти люди по своей сути являются огромным служением для нас, служителей. Because love never turns bitter. Потому что любовь, она же не делается горькой. They give the best opportunity and people are so stupid to refuse it. We don't turn bitter. Она не огорчается, даже когда мы предложили людям самое лучшее на свете, что только они могут иметь, но они не хотят это принять. Это не повод нам огорчаться. So we don't get angry with these people. We don't Очень get важно impatient. нам не обозлиться на людей. Очень нам важно не сделаться нетерпеливыми. We just say, I love you. I pray for you. Надо And сказать, hope окей, one day я you тебя come to люблю. your senses Я буду за тебя молиться, надеюсь, в один день ты придешь в себя. and answer the call to discipleship. И в конце концов откликнешься на этот призыв к ученичеству. So the advice that I give to pastors, start building a church in the church. Поэтому такой совет я обычно даю пасторам. Начинайте строить церковь внутри церкви. True church. Подлинную That церковь, consists of disciples. которая состоит из учеников. And a true disciple is someone who makes disciples. И подлинный ученик — это еще тот, который делает сам учеников в свою очередь. If we train someone and after some years he's not beginning to train others, we did something wrong. Если мы занимались каким-то человеком и помогали ему, но спустя сколько-то лет такой человек сам не хочет служить другим людям и рождать учеников, мы сделали что-то не так. And this is how finally the whole church
is transformed. Потому что именно таким образом в конечном счете вся церковь преобразовывается. All those that stay and endure the message, they would become disciples, and some others resist the truth, and they will find another church where they can live their kind of Тогда мы Christianity. приходим к такой церкви. Люди, которые были готовы пережить все благословения ученичества, они остаются внутри церкви, а те, которые не готовы, они в конечном счете подыщут для себя другие церкви. But those who do not respond immediately, they are not our enemies. We're not trying to get rid of them. Но при этом, если какие-то люди не откликнулись мгновенно на призыв к ученичеству, они не становятся от этого нашими врагами, так, чтобы мы все постарались от них быстрее избавиться. Please hear this. Пожалуйста, услышьте это. So we give the message, the call to discipleship, Итак, мы делаем этот призыв к ученичеству. and we encourage the people, study the Word, study the New Testament, and find out, make up your mind, what do you want? Do you want to be a disciple? И мы просим людей, мы призываем людей посмотреть это все в Писании, в Новом Завете, и в конечном счете мы задаем людям этот вопрос. Решите для себя, хотите вы быть учениками или нет. And if yes, then let me know. И если хотите, то дайте нам знать. And then we continue. И тогда мы We будем start. продолжать. We start. Точнее, мы начнем только все. Those people that respond, they have a yes in their heart to this training process. These are the most important people to us. Важно тоже понимать, что как раз-таки те самые люди, которые откликнулись на подобный призыв, это самые важные люди в нашем служении. So it's not the hesitating, doubting crowd, but it's the handful of people who say, yes, this is what I want. Это не такая вечно сомневающаяся, чего-то ждущая толпа, а может быть, это какая-то горстка людей, которые говорят «да» By their ученичеству. radical change in character and in lifestyle and character, others will be encouraged. Наблюдая за этими людьми, у которых обязательно радикально изменится характер, изменится образ жизни, другие люди будут черпать из этого вдохновение. They will become jealous. К ним начнет зависть подходить. I know this person for so many years, Человек говорит, если у этого, кто так много проблем раньше имел, and now I see how this person is changed in front of my eyes. есть теперь такие перемены, которые происходят прямо у меня на глазах, And I'm still here with all my problems. а я здесь со всеми своими If it's проблемами. possible with them, then it's possible with me. Должно быть, если у него получилось, у меня тоже Please, получится. can I be a disciple? И тогда человек говорит, ой, может мне тоже быть учеником? Можно я буду учеником? People get motivated by seeing the fruit of the message. На самом деле многие люди получают ободрение, когда они смотрят на плод, слово, которое произвело в них. We don't threaten them, we don't beat them into discipleship. Людей невозможно запугивать и просто загонять их в ученичество. Their own free choice. Это должен быть свободный выбор человека. So here come the first people and say, yes, please. I need Итак, this к вам training. пришли первые люди, которые говорят, да, я хочу быть учеником, научите I меня. want- What do we do? Number one, we check the candidates' prerequisites, or how you call it. Во-первых, что мы будем с этим делать? Мы проверим их сначала. Is he really converted? Just had some Christian upgrowing and learning some language. Давайте some проверим Christian основы. socialization and Это человек behavior, по-настоящему рожден свыше? some И- amen and hallelujah. Или and это человек, который был просто воспитан, например, в христианской семье и натренирован в каких-то внешних проявлениях поднимания рук и выкриков «Аллилуйя». So we ask, how was your conversion? And we find out, we look for one thing, true repentance. И мы спрашиваем, а было ли у тебя настоящее обращение к Богу? И ищем всегда покаяние. Which is a radical change of his whole way of living. Это радикальная перемена образа жизни, No longer решение me, к but этому. now Christ. Это уже не я, но Христос. It's not about what I want, it's about what he wants. Это уже не упирается в то, что я хочу, а в то, что хочет Бог от меня в жизни. I'm not here to please myself, I'm here to please God. Я живу не My для того, Creator, чтобы my Father. угождать себе, но угождать своему Богу, моему Творцу и моему Отцу. That and only that high condition is true conversion, repentance. Только вот такого рода отношения и подлинное покаяние и разворот можно считать подлинным обращением ко Христу. And then, of course, after conversion, repentance, is he baptized? Потом следующее, после покаяния, после рождения свыше, крещен ли этот человек водой? According to the understanding of New Testament. В соответствии с пониманием Нового Завета, а не в каком-то еще варианте. Paul, we ask, have you received the Holy Spirit when you started to believe? А потом мы слышим Павла, который говорит, а приняли ли вы Духа Святого, когда уверовали? If we had only this question in the New Testament, we would know you can start believing in God without receiving the Holy Spirit. Otherwise, this question doesn't make any sense. И согласитесь, это совершенно логический вывод, что можно было уверовать в Иисуса, не получив при этом Святого Духа. And how many people have this opinion? I can be a good Christian without being baptized in the Spirit, without speaking in tongues. При этом есть куча разных людей, которые говорят, да я вполне нормальный себе такой христианин, не говоря на ваших этих I'm языках sorry, и без крещения Духом baptism in Святым. the Holy Spirit with speaking in tongues is mandatory.
Простите, но крещение Духом Святым со знамением говорения на иных языках совершенно необходимо. This is what Peter preached at the day of Pentecost when the church started. Это обязательно, и это то, что проповедовал Петр, когда церковь только началась. And Scripture says, those that responded to his message, they were added to the church. И написано, и те, которые откликнулись на его проповедь, они были причислены к церкви. That means those that were baptized and were ready to receive the Holy Spirit. Это были те люди, которые были готовы креститься в воде и которые были готовы принять Святого Духа. And probably among those thousands who heard his message, there were some that said, yes, I want to follow Jesus, but this speaking in tongues, I don't find it И я necessary. полагаю, что, наверное, среди тех тысяч людей, которые слышали его проповедь, некоторые из них сказали, ну да, я, в общем-то, готов поверить в Иисуса, но вот эти вот Дух Святой, говорение, это нет. Scripture says, those that responded to his message, Но Писание only they were added to the church. говорит нам, что те, которые услышали и откликнулись на его проповедь, только эти люди приложились к церкви. Others are welcomed as visitors, and we pray and hope that one day they come to their senses and make the right decision. Другие могут быть гостями на наших собраниях, а мы будем их любить и за них терпеливо молиться, чтобы когда-нибудь они могли сделать все как следует. So before we start, we check out, is this person ready for this course of training? Поэтому прежде чем мы начинаем работу с учеником, мы проверяем вот эти простые основания. Готов ли он для того, чтобы двигаться в этом? And if you're a discipleship trainer, you know you don't need the key leader to pray for this new disciple to be baptized in the Spirit. You do it. И если мы занимаемся служением и мы обучаем учеников, людям не нужен какой-то мега-служитель, который помолится за крещение Духом Святым, и все это вполне можем проделывать. And many times in leaders seminars, I ask the people, are you able to show from Scripture what is the baptism in the Holy Spirit, why is it necessary, and how to get it? Are you able to tell this to someone? И знаете, что со мной бывает? Я попадаю, например, на лидерский какой-то семинар, и служителей церкви начинаю спрашивать, вы можете с точки зрения Писания внятно объяснить каким-то людям, что такое крещение Духом Святым и как они могут его получить? And I find people that are Christian for years, they never studied this, and when they need help, oh, pastor, can you pray for this new brother? И я вдруг обнаружил, что есть огромное количество служителей, которые никогда над этим не думали, они вообще понятия об этом собственного нормального не имеют. Как только нужно кого-то Духом Святым крестить, пастор, придите, Leave пастор. the key leader alone with this simple question. Do it yourself. Оставьте в покое служителей в таких простых вопросах. Делайте это сами. Here's enough work already. Потому что у старших служителей церкви и так полно своей работы. Then you talk to this candidate. И потом мы разговариваем с Do человеком, с you нашим. understand your role as a disciple? Понимаешь ли ты свою роль как ученика? Do you want to be teachable? Хочешь ли ты быть человеком, способным к Are you willing обучению? to follow my advices? Готов ли ты прислушиваться к моим советам духовным? Attention. As long as I can prove that this is Bible teaching. И здесь очень важная пометка. До тех пор, пока я могу тебе показать с точки зрения Писания, что это библейская точка зрения. So we don't give stupid commands, go and take care of my garden or wash my car. Да, вы же понимаете, речь не never идет о do that. какой-то глупости, типа иди мне постирай, сад прибери и машину помой. But Но if he understands his role as a disciple, after some time when he sees the blessing that's coming into life, he will come, can I help you in the garden? Can I do your car? да, знаете, но в реальности так бывает иногда, когда ученик начинает переживать благословение своего ученичества. Люди могут к нам обратиться и сказать, давайте я вам как-то практически помогу. What a blessing for key leaders when they have disciples and they say, oh, you have so much work. Tonight we take care of your children. You go to have a nice evening in the restaurant. This is just wonderful. Как это прекрасно, когда, например, у какой-то служительской пары есть такие ученики, которые однажды приходят и говорят, давайте вы пойдете и устроите себе прекрасное свидание где-нибудь, а мы посидим с вашими детьми. Это большое But we благословение. don't expect it and we don't command them to serve us. Но суть в том, что мы этого от людей не ожидаем, и мы им не повелеваем, чтобы они нам как-то служили. And we respond negatively in our heart if they don't begin to help us. И не стоит огорчаться на людей, что до них никак не дойдут подобного рода мысли. We serve them Мы служим людям. so they come in deeper relationship with Jesus. and Во-первых, change. для того, чтобы они могли научиться ближе ходить с Иисусом и увидеть перемены в своей собственной жизни. So does the disciple understand? He cannot pick and choose the things that he will follow and those that he doesn't like and can leave aside. Мы должны также удостовериться, что ученик — это не тот человек, который говорит, ой,
я буду выбирать только некоторые вещи, которые вот мне прикольно, а все остальное как-то нет. And many times I use the example of an apprentice. А я часто использую пример подмастерья в каком-то ремесле. Someone wants to learn a profession, become a car mechanic or a baker or whatever. Если человек, который хочет обучиться, допустим, автомеханике или печь хлеб, он хочет обучиться профессии He has человека. a desire to learn this profession, Человек хочет, so he finds a place where he can learn this. и поэтому он ищет себе какого-то мастера, который может его обучить. And before the whole process starts, they give him a contract. И до того, как этот процесс обучения у мастера начинается, ему дают контракт. And in the contract, everything that he will learn is described. Этот контракт описывает все подробности, чему ученика будут обучать, And the conditions that he must follow. и условия, которым он должен подчиниться. And they will tell him, look, there's this man who is more experienced than you, and he will take you by the hand, and he will show you in a process of 3 years how to become a good car mechanic or baker or whatever. Например, они говорят, вот мы тебя представляем к мастеру, который будет в течение 3 лет обучать тебя всему, что связано с ремонтом машин. And whenever he talks about this profession that you want to learn, you listen to him. И когда он будет какие-то важные вещи сообщать, потому что он опытный мастер, касательно этой работы, пожалуйста, обращай на это внимание. If you're not willing to listen to him and to obey and do what he tells you, it will not work. Если ты не собираешься приходить, слушать и обращать внимание, то тогда ничего не выйдет из этого обучения. If this new boy coming to the workshop and say, oh, you don't have to tell me about car mechanics, I read so many books, I know everything, don't tell me. И представьте себе, приходит такой человек Just work on your cars. на обучение и говорит, ой, да ты ладно, мне уже ничего не надо показывать, я уже столько книг прочитал про то, как машины ремонтировать, поэтому ты не парься, каждый займется своим Probably the делом. first day they will send him home. И, наверное, такого человека в первый же день отправят во свояси. When you make up your mind to listen and to obey, then come back. Когда примешь решение, что ты будешь слушать и будешь делать то, что тебе говорят, this тогда и real life? приходи. Вот в вашей реальной жизни так Yes, работает? this is how it works. Конечно, в реальной жизни именно And the так и работает. surprising thing is, no boss feels bad about himself. При этом начальник, мастер, который обучает человека, он не чувствует себя как-то неловко. No boss is questioning himself. Maybe I'm too hard on this boy. Maybe I don't love him. Он не Maybe лежит I'm too такой у strict. себя дома и не говорит, «А, может, я погорячился вот с мальчиком, которого отправил, может, я был слишком строг, My может, еще goodness, что-то. Ой, what мама right do I дорогая, have to expect from him О, total obedience? как я могу ожидать от него, что он будет мне послушен абсолютно? No boss in his right mind has ever these doubts. Никакой мастер не будет иметь сомнений касательно своих решений. But when I give this teaching and understanding to leaders, they come up with, but we must be loving. Я служителям вот объясняю какие-то вот принципы такие, а они потом, How can но мы we же должны expect быть любящими. obedience? Как мы можем ожидать от людей Who послушания? are we? Мы, в конце концов, Should we кто not- should такие? they not obey God? Разве они не должны быть Богу послушны напрямую? Listen, Послушайте, a new Christian will never learn to obey God unless he's learning to obey those that God has put over him. Never. никогда молодой христианин не научится послушанию Богу, пока он не начнет быть послушен каким-то людям. That's why the Bible says, obey your leaders. Именно поэтому Писание провозглашает, и будьте послушны вашим наставникам. And of course, in brackets, only in those areas where God has spoken and given commandments. И, разумеется, в скобках только в тех сферах, в которых Бог проговорил и дал свои And I заповеди. saw the fear in pastor's eyes when I give the suggestion that I'm controlling, I'm manipulating. И я увидел страх в глазах одного пастора. Он такой, я что, буду людей контролировать? Я что, ими манипулировать буду? No, it has nothing to do Это with не имеет control. никакого отношения к It's контролю. training. Мы готовим людей. And this guy is here because he wants to become a disciple. Мы тренируем их, потому что этот человек сам захотел быть учеником. Out of his own free will, he made this По своей choice. доброй воле люди делают такой выбор. And we tell him at any point of this progress, when it becomes too hot for him or uncomfortable, he can check out. И No вне problem. всяких сомнений, в любой момент, когда сделается что-то слишком уж горячим или трудным для человека, он может в любой момент уйти, кто его держит. We will not go after him, but you said you want to be disciple. Никто now за ним please you бегать do it. не будет и не будет его упрекать. Ты обещал быть учеником, давай будь учеником. Кому это надо? Это человек, который принял And решение he's free to change his mind. и свободен, чтобы передумать в любой момент. And we need miracle to continue to love such a person. И нам часто нужно чудо, чтобы продолжать любить подобных людей. In the flesh we can be disappointed.
Потому что чисто по плоти это очень and огорчает. punish him by withdrawing our love. Конечно, нам хочется таких людей наказать, Let's not do удерживая от них свою любовь, но мы поступать так не God должны. is not using his love to manipulate people. Потому что Бог свою любовь никогда не использует, чтобы людьми And we манипулировать. are his imitators. И мы же подражаем As Ему. Paul says, be imitators of God. Как Павел сказал, будьте подражателями Oh, I Бога. tell you, when you become a discipleship trainer, you learn so much about the heart of God. На самом деле, когда человек начинает работать с другими людьми, он столько всего удивительного узнает о сердце It's Бога. such a thing. Это благословение Not огромное. just for the one that you train, but for you. Не для того, кого ты только готовишь, но и для тебя самого лично. And you're learning to become a better discipleship Мы так trainer. учимся быть гораздо более хорошими наставниками для кого-то. So either he goes for the whole package or not at all. Смысл такой, You либо cannot pick and choose. либо все сразу, либо ничего. Человек не может копошиться и говорить, вот это нравится, вот это не нравится. So now you begin to talk about God's order for my money, and I don't like Ну вот это началось, Божий порядок для моих денег, никто туда не залезет. It will not work. Так не получится. Every area of life where God is speaking, Всякая сфера жизни, о которой говорит Бог. sex life, money, Сексуальная жизнь, деньги, развлечения, Hollywood, movies, Голливуд, internet. фильмы, интернет. Has God anything to say about these things? Как вы думаете, есть ли Богу что сказать об этом? Well, you take this and check out E like internet. Oh, nothing about internet in the Bible. Great. Берешь такой поисковик в Библии и забиваешь библейский текст, интернет. Упс, ничего про интернет нет, аллилуйя. Don't check under I, internet, check under E, eyes. Знаете, но по этому поводу надо искать не интернет, а глаза, смотреть. И там вы найдете много прекрасных ответов. And many people have a desire to get their problems solved. Есть люди, много довольно людей, которые хотят, чтобы решились их проблемы. And sometimes they do a lot of thinking about the root of their problem. Многие люди любят осмысливать корни своих We проблем. don't follow this pattern as discipleship trainers. Как люди, которые наставляют учеников, We мы don't try to understand all the problems. не должны двигаться по этому пути в попытках осознать все корни. We understand the solution and we present the solution. Люди могут подолгу в этом копошиться. Нет, нам не подобные ответы нужны, нам лекарства нужны. This is very important. Важный здесь The такой момент. blessings of God Благословение Божье are to be found in the orders of God. всегда содержится в Божьем порядке и в Божьих заповедях. Our desire is not to solve certain problems. Смысл не в том, чтобы в каких-то отдельных там мелких проблемах находить решение. Our desire is to bring them into God's plan, into God's order. Наша задача человеку помочь прийти в Божий порядок и в Божий план для его жизни. Process of coming into God's order, we cannot miss the blessings. И когда человек встает на рельсы Божьего порядка, тогда благословения никуда уже не And all the денутся. problems that came through our sin and other people sinning against us, all the problems will be solved. И тогда все проблемы, которые приходят в нашу жизнь через наши личные грехи и через грехи других людей против нас, они обязательно будут разрешаться. Problems in life come by our own sin. Проблемы у людей в жизни откуда? Они приходят через грехи в их прошлой жизни, через грехи других людей против нас. And we had responded in a wrong way. И через наши часто неправильные реакции на грехи других людей. Or heavy, difficult circumstances. Или на какие-то тяжелые жизненные обстоятельства. But we have a great God and says, whatever the circumstances is, when you go through the water, when you go through the fire, I will be there. Но благодарение Богу, Бог у нас какой? Он говорит, ничего, даже если ты пойдешь через пламя, даже если ты пойдешь через глубокие воды, я там буду с тобой. All the fears of life will go. Все страхи жизни, они уйдут. And God's answer to fear is trust. И Божий ответ на страх – это доверие. When we learn to trust, we lose fear. Когда мы учимся доверять Богу, в этот момент мы начинаем терять свои страхи. And we pray hard in intercession for this disciple to understand he gave his life to Jesus and Jesus said, no one will take you out of my hands. И очень нам важно нашего ученика утверждать в том, что так как он отдал свою жизнь Христу, не нам же, он Христу ее отдал, Христос говорит, теперь никто тебя не вырвет из моей руки. I'm your strong tower. You find total security in me. Я твоя крепкая башня, ты можешь обрести полную безопасность во I мне. will help you Я тебе помогу every situation of life. в любой твоей жизненной ситуации. And I remember as a Christian twice in our marriage. Now I'm married for, I can't calculate now, but more than 40 years. И я помню, что, например, в моем браке, который длится уже больше 40 лет, сейчас, простите, даже подсчитать не могу Twice сколько, we had a major crisis and we didn't see the way out. дважды в нашей супружеской жизни у нас был
кризис, когда мы не видели какого-то особого выхода. Thank God there were people that helped us. They were Но more mature благодарение and more Богу, understanding than что в us. нашей жизни были люди, которые имели зрелость и большее понимание. And God saved our marriage through these people full of wisdom of the Holy Spirit. И Бог спас мой брак через мудрость людей, наполненных Духом Святым. Just a short while ago, I was counseling a leader who had major problems in his marriage. Недавно мне довелось служить одному человеку, служителю церковному, у которого большие проблемы в And I браке. gave him advice and says, go and look for a mature couple, go to them, put the whole thing on the table and listen to their advice. И я сказал: послушай, найди где-нибудь, где ты там недалеко живешь, какую-то зрелую супружескую пару, выложите все на стол без утайки, и пусть эти люди проконсультируют вас, посмотрят на все. To my amazement, he responded in a religious way. Oh, we must not be depending on people. We will just pray and seek God and God will solve. Я был, честно сказать, потрясен его религиозным ответом. Он сказал: ну, знаешь, в таких вопросах мы же все должны не на людей полагаться, мы должны полагаться на Бога. Мы будем просто молиться, и Бог нас как-нибудь выведет. I said, and has it worked so far? И спрашиваю: ну как, вы молились все это время, помогло? Sometimes God gives answers into our life through other people. Друзья, иногда Бог дает ответ в нашу жизнь исключительно через And человека. this attitude, just me and Jesus and my Bible and that's all. Вот это вот странное отношение: только я, только Иисус и только моя Библия. Is nothing else than a religious camouflage attitude of independency. На самом деле, очень часто вот за чем-то таким религиозным, за таким камуфляжем люди прячут свою гордость и чувство независимости. Blind spots about certain aspects of our character. Нам важно понимать, что у каждого из нас есть определенные слепые зоны, которые касаются нашей жизни и нашего And by the характера. wisdom of God, we all have different blind spots. И по мудрости Божьей они у нас у всех разные. And where you have a blind spot, there will be a brother or sister. She can see and he can see clearly and help you. Например, в каких-то слепых зонах в моей жизни есть люди, у которых этой слепоты в этих сферах нет, и они смогут видеть ясно мою проблему. Мы все нуждаемся друг в And друге. to accept this is a sign of humility. Принять этот простой факт — это уже признак смирения. A whole lot of years I'm working with men who are stuck and addicted to pornography. Уже долгие годы я имею дело с мужчинами, которые встряли в порнографию. And it's a terrible addiction that destroys their faith, destroys their marriage, destroys their identity. И это ужасная зависимость, которая уничтожает их служение, их отношения и вообще их внутреннюю сущность. And I have first-hand experience that these things work. Я понимаю поэтому, работая с разными людьми, что то, о чем мы сегодня говорим, работает. And I can tell you testimonies of men who were addicted for a long time and now set free. И я могу вам сказать, что есть свидетельства людей, которые некогда годами в этом сидели, и сегодня они It's свободны. not because of me, because the Spirit taught me these things from Scripture. И это не потому, что я такой крутой, а потому что это вещи, которым So Бог this thing научил меня из Писания. Это работает, It's друзья. powerful. Это мощная штука. The gospel is the axe goes to the root. И That's the суть gospel. Евангелия какова? Это The root of the это problem. топор, который лежит у So many самого times корня. we Знаете, try у to корня лежит. comfort and love and just work on the symptoms. Очень часто мы пытаемся утешать людей, их полюбить в их симптомах. But the gospel is radical. Но Евангелие всегда радикально. And radical is a word which comes from Latin. It's root, radis. И слово «радикальный» происходит от латинского слова «корень». God is a smart God. He's not wasting his time and energy on trying to fix the symptoms. He goes to the root. Бог, Он не такой, Он там веточки стрижет, Он там что-то... Он сразу wonderful. фигачит в корне. How to help. Он знает, как людям He's in помогать. this business for thousands of years. Потому что Он занимается And we этим can- долгие-долгие годы. И я And then научился им этому with от his Него. wisdom, we help other people. И потом по Его мудрости мы помогаем другим. When we start with this disciple, Итак, когда мы начинаем вот работать с каким-то учеником, does he understand that he should take responsibility for his life, for важно his нам actions? удостовериться и проверить, готов ли такой человек взять ответственность за свою жизнь и за свои поступки. Does he understand the need for discipline? Понимает ли этот человек необходимость в дисциплине? Does he understand that the way of doing decisions must be radically changed? Понимает ли этот человек, что то, как человек принимает решение, должно радикальным образом тоже As former измениться? children of the devil, we learned a dangerous wisdom. Некогда, будучи детьми дьявола, мы научились некой очень опасной We go мудрости. by the things we feel pleasant. Мы хотим делать только то, что нам как-то приятно. We don't make decisions on the basis of what is right, what is the will of God, but what do we like? Мы часто не принимаем решения в соответствии с тем, насколько это нам полезно, насколько нам это необходимо, но часто люди руководятся исключительно тем, нравится ли им что-то
что-то или нет. And because we follow this worldly wisdom, we do a lot of wrong decisions. Руководствуясь вот такой мирской мудростью, люди, конечно, будут делать кучу всяких разных But the неправильных решений. disciple decides, I will live under discipline. Но ученик, он принимает для себя решение, я буду дисциплинировать себя в этом. I will no longer avoid unpleasant things. Я перестану бегать от чего-то неприятного лично для It's себя. called procrastination. Я не буду бегать, что значит откладывать. Есть вот надо что-то делать. And you say, not now, later. Не сейчас, позже. Я сделаю это And попозже. you can push things into the future all your day long. И потом всю свою жизнь люди что-то откладывают и откладывают и откладывают. А потом A disciple needs to understand that this is the wrong way of living. ученик понимает, что откладывать – это неправильный образ жизни. Someone said rightly, this not today, tomorrow. This is just a trap of the devil. Говорить не сегодня, но завтра. В этом ловушка дьявола. You want to be nice to yourself, but you're not nice, you're cruel. В этом люди пытаются быть добрыми к себе, но в реальности они поступают очень жестоко сами с собой. The disciple will no longer accuse circumstances and other people for his pitiful situation. Итак, but подлинный he will take ученик, он перестает переваливать вину все время на кого-то еще, на что-то еще, на обстоятельства. Это человек, который берет ответственность за свою жизнь. You would ask questions like, what are you trying to avoid? Очень важно задавать человеку вопрос, чего ты пытаешься избежать? Think about it. Let him pray about it. Пусть человек подраздумывает над этим, пусть человек помолится об этом. God of the Bible is a God that is asking questions. Бог библейский – это Бог, который задает вопросы. And we need to learn this art from him. И нам необходимо этому искусству научиться от него And many тоже. times God wants us to ask awkward questions. И часто Бог задает очень неудобные вопросы. And our culture and our upbringing says, you don't ask this kind of. В соответствии с нашим воспитанием и какими-то культурными нормами ты думаешь, You о, won't be- такие вопросы задавать вообще нельзя. You won't believe the kind of questions that I ask those men that are working with to pull Вы up даже pornography. представить себе не можете, какие вопросы я задаю мужчинам, у которых проблемы с порнографией. These are the questions on their way to the next discipleship appointment. They pray that these questions will not be asked. Я думаю, некоторые из них, когда идут на очередную встречу со мной, они молятся и говорят, лишь бы вот об этом не спрашивал. This is where the solution is. Часто в таких сферах и лежат все ключевые ответы. We must be set free from fear of man, Итак, нам нужно всем освободиться еще от страха перед людьми. fear to offend people. От этого страха, что мы будем каким-то образом обижать людей Many постоянно. unusual things. Иисус, обратите внимание, делал очень много всяких необычных вещей, которые вообще запрещала им их He собственная spoke культура. to a woman on the street, which is Например, impossible. Иисус разговаривал с женщиной на улице. Это She was было not even невозможно Jewish. культурно. Она даже еврейкой не была. And he started a conversation. You don't do this in Jewish culture. В еврейской культуре не было принято, чтобы мужчина разговаривал с женщиной на улице незнакомой. He said to one guy, today I must come to your home. Одному человеку говорит, ой, сегодня к тебе приду. Wait patiently. Maybe one day he will invite you. Мы же тоже так не делаем, мы не самоприглашаемся, мы ждем, пока человек нас пригласит. So Julie very quickly will visit his home. Let me see your library. Let me see your DVD. Да, а нам следует самоприглашаться к нашему ученику домой. Давай посмотрим, что у тебя там в библиотеке. Давай посмотрим, какие фильмы смотрим. Come right into their personal life. Получается, ты несколько так въезжаешь в личную жизнь какого-то человека. And you need to shut up those doubts. Oh, you don't do this. This is not right. И очень важно затыкать вот эти все бесконечные сомнения. Ой-ой-ой, ты что-то не то делаешь, это все неправильно как-то. At the beginning of this discipleship training program, he said, yes, I decide Потому for что honesty. I ученик, want to open up. I don't want to hide anything. он ведь с самого начала решил, он сказал, окей, я выбираю открытость, я выбираю прозрачность, я не собираюсь ничего прятать в своей жизни уже. Okay, then tell me, what did you look on television the last week? Да, хорошо, тогда расскажи мне, что ты смотрел по телевидению на прошлой неделе. Make it practical. Don't be afraid to step into their life. В общем, к чему я вас призываю? Пусть это все носит очень практический характер. Не бойтесь вторгаться в чужую жизнь. That's where you find the real problems. Почему? Да потому что у людей именно там все их основные проблемы и сидят. You know, a couple came to and says, "Oh, I heard you believe in God supplying supernaturally, and there's a gracious God, and He gives abundance. Can you pray for our finances?" Например, пришла ко мне одна семейная пара и говорит, ой, мы слышали, что ты веришь в Бога дающего, в Бога щедрого, в Бога, который обильно воздает. А ты можешь помолиться за наши финансы? I believe in a rich God that gives freely in abundance. This is what I believe. Однозначно, я верю в Бога богатого, который дает щедро и с избытком. But not to abuse His money for my selfish purposes. Но он при этом не дает часто людям финансы
дается для того, чтобы они просто могли злоупотреблять этими деньгами для каких-то дурацких затей. Но Бог, Он щедро дает на то, что Он сам And I want to be a good затевает. steward of His money for His Понимаете? kingdom. И я, например, как человек, я хочу быть человеком верный, который правильно распоряжается финансами, которые Он And дает. the gracious thing is, why a lot of money runs through my hands, He doesn't want me to live like a poor beggar. Через мою жизнь проходит много финансов. Я точно знаю, что Бог не хочет, чтобы я жил как бедный попрошайка. 100% не So хочет. here comes this couple. Oh, we have financial needs, Итак, we have so возвращаясь many к этой debt, семье. and there's no blessing on our finances. You believe in blessing. Can you pray for us? Знаешь, у нас такие затруднения, у нас столько долгов, мы тут концы с концами не можем. Пожалуйста, помолись за финансы. Yes, with gladness. Радостно I помолюсь. believe in prosperity. Потому что я верю всем let's сердцем pray. в процветание. Давайте I помолимся. wanted to pray for them. И хотел помолиться And I уже. felt the Spirit said, wait a minute. А потом я почувствовал, как Дух мне говорит, сейчас, минуточку, Ask минуточку. question. Задай этим людям вопрос. How did it happen that you have all this debt? А как вы пришли к этому состоянию стольких долгов? And the husband mumbled, yeah, you know, I have a little problem. Начинает бормотать муж. У меня вообще проблема есть небольшая. And whenever a device is on the market, I just go and buy it. Он говорит, знаешь, вот как только что-то новое на рынке технологическом появляется, я не могу удержаться, я должен это And then купить. we don't have enough to eat. А потом нам есть But нечего. I have the most fanciest computers and everything. Но правда, у меня все последние модели, всего навороченные компы и все такое. And I said, does your wife have the same problem? И я говорю, а у жены тоже такая проблема имеется? No, she's very wise in spending money we don't have. Моя жена очень мудрая в том, как она использует финансы, которых у нас нет. Because I'm the head of the family, where the money goes. Потому что, в конце концов, я же глава семьи, я сам решаю, куда у нас деньги текут. I said, okay, then it's easy. Я говорю, ну так легко, Now, братка, in front все. of my eyes, you make a holy vow that concerning finances, you will submit to your wife. Тогда, брат, здесь сейчас в моем присутствии сделай такой божественный обет, что ты будешь покоряться своей мудрой жене в сфере финансов. And you only buy the next new thing when she says, yes, honey, И I ты agree. сможешь купить что-то новенькое, что тебе так хочется, только с согласия твоей жены. И он посмотрел на меня Submitting to the так. wife, this is not biblical. Он говорит, покоряться жене, это не библейский принцип. We can be so religious Мы можем быть насколько and религиозными. even misquote the Bible to defend our sin. И лживо всячески переворачивать Библию только для того, чтобы покрывать свои Yet грехи. what had happened without this question? I blessed the couple and nothing worked. И что бы было, если бы я не задавал этот вопрос, я бы помолился за них, эту семью благословил, и что? Ничего бы They не get было. disappointed that right when you're not such a powerful minister of the Я gospel as you представляю, ought. они в этот момент готовы тебе уже написать эдакое письмо, сообщающее какой-то недостаточно мощный служитель Евангелия, чтобы высвободить благословение. Now we are looking for true men of God. Ну ладно, найдем настоящего, Pray powerful blessings in our life. который сможет намолить мощные Божьи благословения на нашу жизнь. One other thing. Еще When we одно. start the process of training, Когда мы начинаем вот этот процесс we приготовления, agree on regular meetings. мы соглашаемся, что будем встречаться регулярно. In some cases, severe cases, it can be once a week. В некоторых тяжелых случаях нужно встречаться раз в неделю, а иногда и 2 раза в Later неделю. then, when we see it develops and he's running the right path, maybe once a month. Позднее, когда мы видим, что человек уже встал на правильные рельсы, возможно, с ним раз в месяц And встречаться. it's not a long thing. It doesn't take 5-6 hours to sit with him. И это не что-то такое затяжное, не нужно сидеть 5-6 часов там что-то. 1 hour. 1 час. And we prepare, pray. Мы Holy готовимся, Spirit, мы what's in your молимся. heart? What is the next И step? мы говорим, Дух Святой, что у тебя на сердце по поводу Where is этого he standing человека? now? What is the next step of obedience that you want to present to Какой him следующий шаг послушания ты бы хотел ему показать? so he will be more blessed and set free? Чтобы этот человек мог пережить больше благословений и больше свободы в своей жизни. Obedience is a very powerful form of humbling yourself. Послушание — это такая очень радикальная форма смирить себя. And God says, humble yourself and I will give you grace. Бог говорит, смирите себя, и я дам вам благодать. So we will give this disciple many opportunities to receive grace. Поэтому мы будем давать нашему ученику много разных he возможностей doesn't need us, he принимать needs the grace of благодать. God. Потому что ему не нужна моя человеческая сила, этому человеку Божья благодать нужна. God is solving his life problems. Потому not что we. это Бог решает его жизненные We проблемы, не just я. have more insight than he, and we tell him what is the next step. У нас просто, возможно, есть больше понимания, чем у него, и мы просто показываем человеку следующий шаг, который ему следует Every сделать. step has to do with humbling. И каждый очередной шаг, он имеет отношение к смирению. So we keep the session short
and we stay in control. Итак, мы с вами проводим короткое, эффективное время, где мы находимся в положении человека, который Because контролирует there are это. people that love to tell stories, explain their problems for hours. Потому что есть очень разговорчивые люди, они любят разговаривать, часами рассказывать какие-то свои истории, что-то такое. And they tell their life story. Всю свою And this жизненную happened on историю. Tuesday, Wednesday, oh, maybe it О, was Tuesday. I'm вот not во quite вторник, sure, but ой, или нет, в среду. И они please что-то не... give me a break. Может, в четверг. И ты такой... Many times before even I decide, okay, I will work with them, what is your problem? Еще до того, как начинать работать с кем-то, я говорю, в чем проблема-то? And I say, please, one word. Одним словом, Marriage problem, sexual problem. что у financial тебя? problem. Проблема какая? What is it? Character Деньги, характер, секс. Что это? They don't listen, they start the story. И люди как будто бы, они даже не слышат, они затеваются с некой историей. People like to talk about their problems, but they don't want to listen to the solution. Часто это как бывает? Люди любят поговорить о своих проблемах, но услышать решение они не хотят. You stay in control. Итак, вы должны контролировать этот Please, процесс. no details now. Когда мы Maybe говорим, later. нет, сейчас это не надо, позднее, возможно, мы об этом Just give me поговорим. clear understanding what's wrong. Очень важно людей направлять в правильном русле и говорить, давай скажи мне, в чем реально заключается твоя проблема? Talking about problems will not solve problems. Потому что бесконечное обсуждение проблем, оно никак не поможет их They решить. can tell you all the stories where they were rejected and hurt and Я понимаю, how it люди was могут and how сидеть cruel часами and how рассказывать terrible. все свои истории, как они были отвергнуты кем-то, как у них что-то вот там пошло не то, кто-то был с ними жесток и всякие doesn't help. подробности. Но это им не We поможет. need to give them the truth. Этим людям нужна Your истина. life has not been deformed because of the bad things people did to you, but because of your wrong response to their injustice. Мы должны объяснять людям, что проблемы, которые вытекли из этого, они вытекли даже не из самого факта того, что какие-то люди особенным образом против них грешили, а потому что люди неправильно отреагировали на эти Cannot грехи. change the things that have happened in your Почему? life, Потому что мы никто не можем изменить то, что произошло в нашей жизни. but you can change the way you have responded and do respond now. You can change Но that. то, как мы отреагировали на это, мы можем изменить прямо сейчас. И то, как мы дальше будем на это реагировать, мы можем изменить. The great teacher Derek Prince once told a story a lady shared with him, and she said, "My father destroyed half of my life." Однажды Дерек Принц рассказывал вот такую историю, как пришла к нему одна женщина и говорит, мой отец украл у меня половину And жизни. she was complaining about the father and what he did. И она рассказывала там всякие истории о том, как ее отец вел себя и что он делал вообще. And he said, "And if you continue talking about your father like this, he will destroy the second half as well." И он сказал, если ты будешь продолжать дальше так говорить обо всем и о своем отце, он украдет у тебя и вторую But that часть is твоей not жизни. compassion, that is not love. Ну, а где любовь? А где сострадание? People don't get healed by your compassion. and Друзья, feeling sorry for them. люди не исцеляются только потому, что мы им сострадаем или чувствуем к ним жалость. Forgiveness sets free from the wounds of the past and Потому brings что только healing. прощение исцеляет людей от ран их прошлого и приносит And I исцеление. tell you, in Прощение. every life story, forgiveness is one of the key issues. И знаете, я хотела рассказать вам тоже короткую историю о том, что прощение является ключевым. And like always, be precise. Don't just give religious phrases. Oh, you just must forgive. И Not будьте enough. какими-то конкретными и точными. Не надо бросаться фразами, ну ты просто прости всех. Because if they are not taught in the word, they think forgiveness means I let him go. Потом- He did all this to me, and now I let him go. Потому что когда люди не понимают с точки зрения Писания, что такое прощение, они злятся, потому что это окей, этот человек столько всего сделал против меня, а теперь я его с крючка отпустил, и вот он такой пошел, нифига I себе. sit here with all my pain, and he goes freely. Oh, Я тут сижу весь в боли и в соплях, а этот просто, я его отпустил, и он пошел. that's not fair. Это нечестно. You know, and people resist the idea of forgiveness. И люди из-за этого сопротивляются идее простить своих обидчиков. So we start with when this injustice happened to you. Where was God? He was on your side, hating what this father or this person did to you. Мы He was on your начинаем, side. конечно, с того, что где был Бог, когда все это беззаконие с тобой случилось. Конечно, Он был там, и Он ненавидит то, что было сделано, однозначно. And this God of justice, he says, I will take care of what he did. И Бог наш справедливый, Он говорит, я разберусь с тем, что было You can сделано. make a choice. И ты можешь всегда выбрать. Either you demand justice in your opinion, Или ты будешь требовать своего человеческого воздаяния or you и allow справедливости, God to deal with this thing Или in ты perfect judge- позволишь judgment. Богу справедливому разобраться с человеком в его исключительно Do not праведных revenge, судах. Писание нам Bible says. говорит, не мстите за себя, But that's возлюбленные. not the end. Но это же не конец. If you do not revenge, you make room for God to deal with the situation. Потому что когда я отказываюсь мстить как человек, я даю пространство Богу и возможность Богу If you
want to make the thing right, if you want to demand justice according to your own understanding, you prevent God from stepping into the situation. Но когда мы начинаем требовать своего человеческого права на справедливость, чтобы все получилось так, как мы хотим, и мщения человеческого, мы фактически не даем Богу войти в ту или иную If the ситуацию. disciple understands that, Если наш ученик he'll способен это make the понять, right choice. он сделает свой мудрый выбор. Yes, not my way, but God's. Зачем мое мщение? Есть Божье I мщение. want God to step into the situation and make it right. Зачем здесь что-то мое? Сам Бог войдет в ситуацию, и Он разрулит ее самым наилучшим образом. I send away the injustice. I let the person loose. Что происходит, когда я прощаю? Я отпускаю от себя какую-то несправедливость, из крючка отпускаю человека. I have a history of injustice. У меня, например, в моей жизни есть тоже полно всяких разных несправедливостей, которые When, случились. as a young believer, God began to teach me on forgiveness. Когда я был еще совсем молодым верующим, Бог учил меня о прощении. И Он мне показал такую There was a картину. certain person that has really hurt me deeply. Был в моей жизни один человек, который причинил мне And огромную I боль. grabbed that person by the collar. И я видел в этом видении, как я его схватил за горло, да, за воротник, I was too в shy своем to do this in воображении. natural. Да, в естественной сфере я был слишком застенчив, But in my чтобы так fantasy, I was поступать. very bold. Я себе это представлял, как я его So I схватил grabbed за the person грудки by the collar. I shook the и начал трясти его. You pay me back. И говорит, ты мне за все You will заплатишь. bow down and ask for forgiveness on your Будешь knees. ползать на коленях и умолять о прощении. And only if you beg enough, hard enough, then maybe I will forgive. И только при условии, что ты будешь унижаться как следует, может быть, я тебя прощу. And then later I saw in the word, this is exactly what we do when we do not forgive. We grab them and pay me back. И потом я вдруг увидел, что в слове это так и описывается. Когда мы отказываемся простить нашего должника, мы его хватаем за грудки, и мы начинаем его трясти и говорить, ты за все заплатишь. Because we believe in a God of justice, Но потому что мы верим в Бога we are not справедливого, alone in this problem and in this situation. в and in этой this ситуации memory. мы никогда с вами не находимся We одни. allow God to step into the situation Мы позволяем Богу войти в нашу ситуацию, by being obedient. будучи послушными. two things. Мы делаем три вещи. We send the injustice that has happened to us away Мы отсылаем от себя несправедливость и боль в другую and we let сторону the person go и отпускаем с крючка человека into the hand of God, в руки Божьи. and then He will take care. И Он This is what позаботится the обо Bible всем. says. Do not revenge. Писание нам поэтому и говорит, не мстите за себя, возлюбленные, но предоставьте Богу место. So that is one of the most powerful tools for healing, Итак, forgiveness. один из основных инструментов исцеления – это именно прощение. So we will ask, what are the worst experiences in life that you had? И нам важно спросить у человека и узнать, какие самые худшие переживания были в его жизни. Что конкретно What did it do произошло? to you? Что это сделало с человеком? And then also very important, and how did you respond to hurt and Очень injustice? важный момент. Как человек отреагировал на какую-то несправедливость в своей жизни? And then by the help of the Holy Spirit, the teaching of the word, our intercession, after some time this person will realize the way they responded. In the beginning they only look to the hurt, the pain. И возвращаясь к болезненным ситуациям, поначалу человек смотрит только на свою боль и зациклен на ней. Но когда мы начинаем молиться за человека, через Слово, при помощи Духа Святого, человек начинает видеть свои негативные реакции и решения, которые он сделал в момент боли. After forgiveness or the first steps of forgiveness, the Holy Spirit gives more light and they see their respond to the injustice. Когда человек делает первые шаги в прощении, Дух Святой ему помогает увидеть их неправильный отклик на те или иные ситуации. They see the holy vows they did. Люди начинают видеть внутренние клятвы, которые они сделали в такой момент. I can never forgive my father. Например, я никогда не прощу своего I отца. will never trust anyone again. Я никогда больше никому на свете не буду доверять. Or I will never become like my father. Или я никогда не буду похожим на своего He's отца. a drunkard, he's beating his wife. Потому что это алкоголик, который издевался над своей женой всю жизнь. Little boy sees the father doing this. И маленький ребенок видит своего отца, He loves the mother and he любит sees свою all the мать bad и видит treatment. все эти какие-то And in ужасные his heart, ситуации. И в своем He сердце despises the father. человек начинает презирать своего And he says, отца I will never be such a person. и принимает эти внутренние решения. Я никогда не буду And таким then человеком. 30 years later, he sits in your office. А 30 лет спустя I'm a drunkard, он I beat сидит my у вас в гостиной и говорит, я алкоголик, который бьет свою жену. People don't see the connection. И люди часто не видят подобного рода So, связи. one important thing when we have this appointment with this disciple, Итак, когда мы встречаемся с нашим учеником, одна очень тоже важная вещь. we give him homework. Надо давать домашние задания. Yes, you hear it rightly. Homework. Да, домашние задания, вы правильно услышали все. And we start with very little simple things Начинаем с чего-то маленького и простого. because we want to understand them. What will do them good, what will set them free is the knowledge of the truth.
Потому что мы хотим, чтобы человек удостоверился в том, что то, что пойдет ему на пользу, то, что принесет в его жизнь какой-то прорыв, это понимание истины. So if they don't know it already by heart, I said John 8, 31, 33, 32, you learn by heart. И мы начинаем, например, Иоанна 8, 31, 32. Для начала выучи этот стих Писания So наизусть. next appointment, 2 weeks, you know the scripture. Через, например, 2 недели я хочу, чтобы ты some people знал think I'm наизусть. joking. Когда я такие вещи говорю, людям кажется, что я прикалываюсь Learning просто. Bible verses by heart. Что, будем учить людей in наизусть school? стихи какие-то из Писания выучивать, как в школе? Yes, school of life. Да, в школе жизни. And you better be obedient. И очень важно нам быть послушными. We give homework. Мы даем людям домашнее задание. And in order to stay in control of the whole process, we must check the homework. И для того, чтобы контролировать все эти процессы, кстати, домашнее задание важно все время проверять. If he realizes you give homework, but you never ask, did you do it? Take it serious. Потому что если вы даете задание, а потом не спрашиваете, человек посчитает, что вы сами несерьезно к ним относитесь. Every teacher understands that. Любой учитель это понимает. So you check the homework. Поэтому важно проверять, сделал ли человек домашнее задание, которое вы дали. Come right to the root of the problem that they have. They didn't take it serious. Когда вы начинаете подходить And they к give you каким-то answers корням like, проблемы, люди тоже это серьезно не воспринимают. oh, I forgot, I'm sorry. И люди начинают вот, ой, я что-то забыл, прости. Okay, no problem. Next time you bring your notebook, and when I give homework, you write it down. И в следующий раз, когда ты придешь, мы говорим ему, пожалуйста, принеси свою тетрадь, свой ежедневник, мы будем посмотреть, что ты сделал с домашним And заданием. right at the next morning, you open your notebook. Oh, so what was my homework? Так что в следующий раз человек откроет свою тетрадь и скажет, что-то And мне you better задавали. start doing your homework. И мы говорим человеку, тебе надо это делать. And not 10 minutes on the way to the appointment. Oh, what was the homework? And Так, чтобы это не было. Я еду такой в маршрутке на встречу со своим And you hear наставником, answers и в like- маршрутке задаюсь вопросом, сейчас с ним встречусь, что он там мне задавал? you hear answers like, oh, it didn't work out. Люди любят говорить еще такую абстрактную фразу. Да что-то не получилось. I say, who's it? Да, не получилось у кого? It just didn't happen. Как люди говорят, «Ну, просто не срослось. Strange answers. Всякие странные ответы они говорят тебе. I didn't find time for it. Времени не было. Okay, and how many hours did you sit in front of television and internet? Дайте тогда классный вопрос. А сколько часов в неделю? А, вот сейчас по телефону уже можно посмотреть свое экранное время. Don't tell me you don't have time. You have wrong priorities. This is your problem. Очень важно человеку тогда сказать, проблема не во времени, которое у тебя нет, а в твоих приоритетах. Слушайте, The more you have a heart for this person and want to help him and have a desire to see him set free, другими словами, чем больше у вас в сердце есть желание и настойчивости the more blunt you can be. помочь человеку и увидеть какой-то прорыв в его жизни, тем более прямолинейными мы Can tell him становимся. the toughest things with a smile. Когда ты учишься говорить человеку самые неприятные вещи с You улыбкой, set the example. мы задаем такой пример. You show him the goodness and the severity of God. В соответствии с Писанием мы показываем человеку доброту и строгость Божью, как написано. You stand by his side. I'm your friend. I'm helping. Когда мы стоим рядом с человеком и говорим, я с тобой друг, But я we тебе are not помогу, equal. но мы все равно с I'm тобой in не charge. равны I чуть-чуть, tell you what you do. потому что я тут главный, и я тебе скажу, что тебе And делать. if you don't like it, И если тебе это не no нравится, problem. не you check проблема, out. не проблема, иди своей дорогой. And it happened many times. Со мной You много know, раз I так give бывало. homework, Я даю человеку какие-то домашние people don't задания, want to do it. а людям не хочется их делать. I said, look, a disciple is you are obedient. You do what I tell И you. я говорю, послушай, ученик, он хочет научиться, он послушен. If you don't want to do this, Если ты не хочешь всего Up to этого you. делать, ну ничего, это твое but then дело. it doesn't make sense to talk about discipleship. Но You're тогда my acquaintance, my нам нет смысла Brother. говорить о каком-то ученичестве. I'm Да, not your ты мой trainer. знакомый, да, ты мой брат, но я тебе никакой не наставник. Давай не будем So you push обольщаться. the whole button, you go home and make up your mind what you want. Поэтому мы поставим на паузу все, пойди домой снова подумай, тебе это надо или And нет. when you repent of your stubbornness, your rebellion, and you say, I was not obedient, I'm sorry, now I want to be, then we can continue. И как только ты сможешь покаяться в своем бунте и непослушании и скажешь, да, я передумал, мы сможем дальше продолжать без Don't проблем. continue discipleship training if he's not doing his homework. Никогда не продолжайте кого-то консультировать, кому-то служить, если человек не хочет сделать домашнее By задание, allowing- которое вы ему By даете. allowing him to do it, you would undermine the whole thing. Позволяя ему так поступать, вы все под удар поставите. You lose respect and authority. Таким образом мы теряем уважение и власть. Так не бывает. Go back to the picture of the apprentice. Возвращаемся снова к подмастерью, который учится у мастера. Become a baker. First day, okay, look, there's different kind of flour. This is wheat flour, this is Человек хочет научиться печь хлеб. И ему говорят, вот есть разные разновидности муки. Черная, белая и всякие разные. so
I want you to see the difference between the different kind of flowers. This is wheat flour. Touch it. How does it feel? Человеку говорят, вот смотри, вот это, например, там пшеничная мука такого-то сорта, ты потрогай ее. Oh no, I don't like to touch this Ой, powder. It's фу-фу-фу, strange что to my hand. значит? I don't Это like it. какое-то странное чувство вот в муке там пачкаться. I have a problem. I tell you touch this and you don't touch it. У меня проблема, я говорю тебе, потрогай, ощути ее, но ты не хочешь. If you don't follow the things I tell you, then how should it ever work? А если ты не хочешь пойти и делать то, что тебе говорят, Go что home and будет check работать your у mind нас? what you want to do. Мы всегда тогда вынуждены призывать людей пойти, чтобы они задумались над тем, чего они хотят. First appointment with the new disciple, and we had a talk at the end to say, okay, wonderful, now let's pray. Когда я встречаюсь первый раз с человеком, и мы с ним говорим об ученичестве, и в конце я говорю, а теперь давай помолимся. And I start praying. Я начинаю Then молиться, I finish and I wait him to pray. я заканчиваю и жду, когда человек помолится. Silence. Тишина. I said, excuse me, maybe you didn't understand what I said. We pray. И я I им did the говорю, praying, now ты you что ли pray. не услышал? Мы же говорим о том, что мы помолимся. Я помолился, теперь ты. I don't know if you have this problem, but we have Christians that are afraid to pray out loud in your presence. Я не знаю, бывают ли такие проблемы здесь или нет. У нас полным-полно христиан, которые стесняются помолиться в присутствии другого человека вслух. So I said, do you understand the difference between we pray and I pray? И я смеюсь, я говорю, ты понимаешь разницу между мы помолимся или ты помолишься? Yes. Да. Okay, I did my praying now, please. Раз мы помолимся, я помолился, теперь твоя очередь. И опять тишина. I said, what's the problem? Я говорю, в чем проблема? You know, I'm too shy to Ой, ну я pray in the стесняюсь. presence of someone. Я стесняюсь молиться перед кем-то. I said, thank God, now we kill the shyness. You pray. Спасибо Богу, мы сейчас убьем это стеснение не Божье, и все, и молись. How I deal with that. Я так обращаюсь с людьми. It's just a decision. Yeah, you feel shy, okay, but still you can pray. Это же все равно вопрос нашего внутреннего решения. Можно быть застенчивым, но When ты you're все равно alone with можешь God, выбрать you speak помолиться. out loud. Yes, of course. И ты Okay, говоришь now, Holy Spirit, человеку, speak. когда ты дома, ты молишься вслух, да, молюсь, но Бог вот здесь тоже есть, молись. You know the reason why people don't want to pray in your presence? Знаете, почему люди часто не And хотят some are молиться very вслух? sophisticated. They hide behind speaking in tongues all the time. А есть еще такие люди с особым подходом, они все время прячутся за молитву на языках. Я, конечно, верю очень сильно в необходимость молитвы на иных I языках. strongly believe in the power of speaking in tongues. Я верю в силу молитвы на иных But языках. there's also the prayer of agreement, and I know what my brother is praying. Но есть еще понятие, как молитва согласия, и мне хочется понимать, с чем я соглашаюсь, за что мой брат молится. Why do people not want to pray? Знаете, почему люди часто не хотят вслух молиться? They don't want to show their pitiful condition in their relationship with God. Потому что часто люди не хотят выставить на показ свои довольно жалкие отношения с Богом. They feel shame. Они чувствуют стыд определенный, они все равно чувствуют отверженность. Они чувствуют, что сейчас я сяду и буду их судить, и буду их отвергать. Все, после не такой молитвы. So it's, do you understand the whole message? It's practical. It's not theory. К чему я вам все это говорю? Это не вопрос каких-то бесконечных теорий. Это все должно быть очень And when you have практичным. been set free from the fear of man, the fear to offend someone, Когда мы освобождаемся от страха перед людьми и страха кого-нибудь обидеть, the wisdom of the Holy Spirit will flow freely. тогда мудрость Святого Духа сможет беспрепятственно And вытекать you из get нас. ideas about homework, about questions you ask. Тогда у вас есть понимание о домашних заданиях, о вопросах, которые вы людям задаете. You will learn the help of the Holy Spirit in a very precise way. Вы сможете ощущать помощь Святого Духа очень конкретным образом. Because you can trust His desire to set the disciple free is much greater than your desire. Потому что вы можете иметь эту удивительную уверенность, что его желание помочь человеку жить в свободе гораздо сильнее вашего. And you just allow the Holy Spirit to be a channel of His wisdom and His love. А вы просто позволяете себе быть каналом для Духа Святого, Его мудрости и Его любви. And you will have two blessings from this. И из Being a этого discipleship trainer. выйдут у вас два больших благословения. You have the joy that you see people change and set free and mature. Если вы будете заниматься служением другим людям в ученичестве, во-первых, вам будет ужасно радостно от того, как вы видите, что человек меняется. And you'll learn a lot about the heart of God for people. А во-вторых, вы научитесь очень много всему, что касается отношения Бога к другим Cares for людям. people. Потому что He's a great Бог deliverer. заботится о людях, Его заботят люди, Он великий освободитель. He loves to help И Он очень любит помогать и благословлять to His own glory. для Его собственной славы. Hallelujah. God bless you too. Пусть Бог вас благословит. Спасибо.